Всем доброго дня, меня зовут Алим Галимуллин. Продолжаем серию наших документальных фильмов. Если в первой серии документальном фильме, если я рассказывал про то, как я пришел к лесному хозяйству, этот сегодняшний фильм будет уже про цели, про мечты в лесной отрасли, которые я себе ставлю своей командой. А цель вообще заключается в том, что в один день поставили такой вопрос, а сколько леса можно посадить? Вообще одному человеку сколько можно леса посадить в его жизни? И цифра появилась, такая цифра 1 000 000. И этот 1 000 000 крутился вокруг нас, и говорим, а можем ли мы посадить 1 000 000 гектар леса? Что такое 1 000 000 гектар леса? По сравнению, если сравнивать, наше государство, Россия по всей территории лесоразведения, лесовосстановления сажается больше 2 миллионов гектар. А мы со своей стороны, живя в деревне, живя в этой среде, хотим 1 000 000. И опять же, когда мы ставим цели, начинаем думать, как это реализовать, как это вообще можно сделать. Один из самых моментов мы подумали, это же сами физически мы сами не сможем посадить, значит, надо придумать что-то, что поможет другим компаниям легче это сделать, легче посадить лес. Опять же, подумали, что надо создать платформу. Потом начали изучать нефтяные, крупные компании, как они принимают решения по посадке леса. И мы нашли такую интересную вещь, что, например, тут собираются большие дядьки и делают совещание и говорят, нам по требованию или по своему воле они хотят посадить лес, 1000 гектар, например. Что происходит? Они говорят, все, мы готовы сажать 1000 гектар леса, вот такой бюджет. Тут начинают искать землю, тратят полгода на это, потом начинают искать подрядчика, потом где какие саженцы покупать. И в итоге проходит год, и за год уже бюджет изменился, и из-за этого, оказывается, появляется проблема в основном в посадке леса. И мы думаем, что же делать? И пришла такая идея, а почему мы не можем сделать так, что вот эти крупные компании за секунду могли принимать решения, где посадим лес, сколько это будет стоить и какие саженцы, и правильная посадка. И начали создавать такую платформу. Подробнее про платформу сейчас еще расскажем, покажем, где мы заранее запрашиваем у района, у муниципалитета, какие негодные территории для сельского хозяйства у вас есть, вносим эти территории в нашу систему, нашу платформу, делаем почвоанализ, или инженер выезжает сам делает почвоанализ, или же мы берем район, в каком почвенном находится, и уже вносим. Исходя из почвы определяет система автоматически, какие породы сажать. Например, если песчаники, это сосна, если это бурые лесные почвы, это ели, если это уже какие-то болотистые, другие породы. И это все система сама уже фиксирует. К чему мы пришли? Все, систему создали, начали это продвигать, с одной крупной компанией смогли поработать. Если понимать, сегодня я говорю, если даже у меня была возможность найти земли, 1 000 000 гектар и саженцы, и я говорю, все, я начинаю это сажать, возникнет проблема в государственном масштабе. Почему? Потому что леса, это есть лесной фонд, это как федеральные земли, которые уже принятие решения, сколько там леса сажать, это уже запланировано за 10 лет, и департамент это очень сильно контролирует. Поэтому это физически невозможно туда просто прийти, лесной фонд посадить лес. Второй. Негодные территории, которые никому не нужны, овраги, какие-то заброшенные земли.
И в этой территории, вот это и есть интерес. Но то же самое, ты не можешь его просто найти, потом прийти, посадить, потому что там может быть это частная собственность или это государственная. Ну вот тут же вот это все нюансы есть. Но в основном, когда уже мы начинаем вносить в систему нашей территории, это уже мы определяем. Я думаю, надо выезжать за границу России и уже здесь попробовать. Мы поехали, начали работать в Кыргызстане. Почему в Кыргызстан? Потому что уже доказано, если не засаживать город Кыргызстана в эти маленькие территории, вот за 50 лет будет вообще Центральная Азия, я говорю Центральная, не Средняя, а Центральная Азия, будет проблема с водой. Почему? Потому что в советское время это предвидели, да, то есть и каждый год в Кыргызстане в горах сажалось от 15 до 20 тысяч гектар леса. Каждый год. Но сейчас это очень из этого общего посадок даже 3% нет. И эти в советское время посаженные леса уже выросли, их начали по чуть-чуть вырубать, и реки уже, горные реки начали исчезать. Поэтому мы приняли решение, что начнем работать с Кыргызстаном. Да, там все началось, это международные деньги, там другие вливания. Но тоже наш интерес был просто им дать платформу, найти все территории, где можно посадить, и посчитать автоматически, сколько это обойдется и сколько территорий можно посадить. Но из-за мировой вот этой ситуации мы пока приостановили работу в Кыргызстане. А почему я рассказываю сегодня про эту историю, почему мы решили снять документальный фильм? Во-первых, мы хотим сейчас вам показать, как эта вся система работает. Во-вторых, очень хотим уже какой-то вот, регистр углеродных единиц в эту систему как-то попасть. Может, кто-то посмотрит и порекомендует, как нам туда попасть, чтобы нам было легче регулировать цель посадки, которую мы делаем. Наша задача, конечно, чуть-чуть отойти от лесного фонда и больше работать уже муниципальными землями. Третье, хотелось бы уже крупным компаниям, не побоюсь этого слова, помогать сажать правильный лес. К нашему фильму присоединяется мой друг Муслим Шакиров, с которым мы он практически создал вот эту программу, платформу. Я говорил идеи, он как-то это реализовал. На минуточку хочу сказать, мы не в Казани находимся, не в Москве, мы живем в поселке, в районе, да, маленьком, и тут уже реализовано. То есть, можно сказать, Муслим, он самоучка, но делает такие программы, сейчас мы вас удивим. Всем привет. Да. Но перед началом, как Муслиму дадим слово, я бы хотел объяснить, что такое вообще негодная территория, потому что вы скажете, про что это. Вот смотрите, есть поля, да, которые сажаются, и есть вот такие овраги. В этих оврагах сельским хозяйством не займешься и ничего не делаешь. И вот на таких территориях уже мы начинаем сажать лес, будущий лес. И про это идет речь, да, то есть разных сторон вот здесь. И что это еще помогает, то есть это ветрозащитный, он еще будет помогать урожайности дальнейшем вот этих сельских полей. Сейчас мы откроем программу. Сейчас предоставляем слово Муслиму. Он нам расскажет вообще функционал нашей программы. Итак, как Алим говорил, в лесоразведении очень много участников, то есть это и заказчики, кому нужно посадить лес, это и поставщики посадочного материала, это и непосредственно те, кто сажает эти деревья.
Поэтому нашу программу надо было адаптировать практически всем, то есть там и как бы люди в возрасте, там и молодые, то есть всем программа должна была быть понятна, поэтому у нас здесь очень много интерфейсов. Для заказчиков мы разработали удобный калькулятор, то есть вот он так выглядит, все понятно, понятные поля, как большие кнопки. Здесь просто прописываем наименование организации, мы вот для примера написали «Будь в сети», деятельность, например, IT, и значение скоп. Скоп у нас, здесь есть удобная схема, как рассчитать свой скоп, также мы сами тоже можем помочь. Скоп – это какой выброс компания произвела вот на планету, и сколько ему надо вот компенсировать, это вот считает, но это государство высчитывает, но это не суть. Да. Нажимаем продолжить, и система за секунду уже все рассчитала, то есть здесь понятно, что чтобы возместить свой выброс, надо посадить 1,78 гектаров, если это в количестве деревьев, это 2941 штук. И бюджет, то есть мы уже знаем бюджет. Да, это уже с посадкой, с саженцами все показывает. Все, то есть здесь также компания может округлить, например, не 2900, а 3000. Ой, 3000. Ладно, пусть будет 13 тысяч. Будет вот так, то есть мы сразу уже знаем бюджет, и дальше компания нажимает «Продолжить», система вот анализирует, формирует уже документы. Вот Алим более подробно скажет. Да, вот смотрите, уже за секунду у нас вот на ваших глазах уже программа, исходя из всех участников, создал проект лесовосстановления. Нажми-ка «Скачать». Вот мы сейчас нажимаем на «Скачать». Смотрим. И смотрите, вот это вот официальный документ, который делают люди, ну, чтобы оформлять. Но и территория, эта система, это полностью за секунду сам вот полностью все собрал и сделал. Но я хотел бы сказать вот кое-что про этот проект. Если обычный молодой или какой-то современный человек 21 века увидит вот этот проект, он ничего не поймет. Ну, то есть дальнейший проект по посадке 1 000 000 гектар леса может под угрозой. Да? Вот кто поймет обозначение, да, для чего еще мы эту программу делаем. Вот здесь БЯС, тип леса, да? Это береза, ясень, сосна. Но наша программа убирает все это. Это просто мы делаем для закрытия документов. И мы создаем полный удобный интерфейс. Интерфейс, чтобы программа могла уже определить, где посажено, а потом уже тебе по чат-боту отправляет: Алим, ты там посадил вот столько-то леса, надо уход сделать, или вот он там растет. Ну, то есть вся информация. И за секунду уже коммерческое предложение, чтобы ничего не мешало крупным компаниям быстро принимать решения. То, что мы показали, это у нас как видит это заказчик, то есть ему за секунду сделалось проект лесовосстановления, за секунду формировались коммерческие предложения, но внутри программы, то есть чтобы вот это вот произошло, внутри программы должны работать все участники этого процесса, то есть там и система должна понимать, что есть посадочный материал, сколько он стоит, у кого, кто это привезет, также в систему должны быть подключены и кто будет это сажать. Программа должна понимать, что есть посадочный материал, сколько он стоит, также есть средства для ухода за этими растениями, также непосредственно те, кто это будет сажать. То есть для всех их мы тоже разработали интерфейсы. Вот если мы вернемся, мы можем быстро показать, какие интерфейсы есть у разных участников лесовосстановления. Например, у нас есть внутренняя CRM-система, то есть это для тех, кто занимается непосредственно посадкой. Там же много участников, то есть там есть определенные бригадиры, есть обычные рабочие, всем им надо рассчитывать заработную плату, надо там все это вести, вся статистика. Это также важно для заказчика, чтобы он понимал, как работа происходит. Для этого у нас тоже есть такого рода программы. Также у нас есть
программа для кадастровых инженеров, то есть нам же надо все, ну, как бы ввести статистику всех непригодных земель, то есть мы для этого тоже разработали определенную программу, то есть здесь карта, на карте мы видим все пригодные, непригодные, все посаженные, все готовые земли. Да, еще сам немаловажно, что у нас в нашем в это приложении, опять же, посмотрите первый фильм документальный, да, про науку. И здесь у нас есть научная часть, где мы можем еще, где пробные площади, где что мы увидели, тоже вносить в эту систему. И мы еще хотим, чтобы все молодые ученые сюда подключались, если они, например, захотели что-то изучить в лесу, они сюда заходят, и мы хотим, когда коммерческое предложение выводит система, чтобы там уже автоматически появлялся вот такой-то ученый, занимается этим, можете его там профинансировать или что-то сделать. Тут статьи. И самое интересное здесь программа, которая у нас есть, созданная. Это очень удобная программа. Это кадастровый проект такой. И мы здесь можем уже посмотреть, например, исходя из района, там вот это желтое, это уже куда можно посадить. Красный, это там невозможно уже посадить, да? Там какой-то карьер или что-то есть. А зеленый уже посажено. Здесь оранжевый, это ведется работой. То есть за секунду ты можешь уже посмотреть все территории. Также, если ты в любом месте мы нажимаем, да, то есть вот сюда мы нажимаем, и все, появляется подробно описание этой территории. Мы видим, да, что тут есть, сколько тут гектар, какой кадастровый номер. Полностью можем изменить, но изменить может только по иерархии. И фактически на сегодняшний день мы можем увидеть всю картину по Татарстану. Но у нас пока мало территорий, но что такое зеленый, да, то есть синий? Синий – это уже посаженные большие насаждения. Здесь уже мы высчитываем, сколько тут они уже поглощают углекислый газ, и их можно внести уже как в работе реестра углеродных единиц. Вот такая программа. Это опять же у нас началось. Вообще надо еще историю рассказать, как у нас в Муслиме все началось. Это у нас какой программа уже, наверное, 4-й, да? Да. У нас первый это, конечно, интернет-магазин Гафель, да, вместе, который в 3 регионах работает. Потом второе мы делали тамагочи. Вообще надо рассказать историю про тамагочи, потому что мы хотели за границу продавать деревья, а потом, чтобы они уже здесь могли выращивать собак. И мы эту программу делали, план был, внутри контейнера будут деревья расти, здесь уже покупаешь дерево, а потом уже это дерево может расти, и тебе надо уже поливать, ну, например, там воды сколько-то грамм, да, то есть 150 грамм тебе надо полить, и все, он поливает. Тут свет включит, московское время или нью-йоркское время. Ну, вот такой тамагочи, и прям в реальном времени уже видишь, как растет дерево. Или быстрым темпом смотришь, или же уже замедленным. И здесь у нас полностью история пишется, какие манипуляции были сделаны, что это такое. На 3 языках у нас, английский, даже на татарском. Вот, видите, на татарском полностью переводили. Как сусибу, ну, то есть здесь полностью описывается. Да, у нас сейчас программа формирует отчеты из видеокамеры. Ой, подожди, мы же забыли этот, самое главное, рассказать. Ну? Сразу видео открыл. У нас же когда посадки уже все произвели, надо же посчитать, столько людей же нет, сколько прижилось, сколько не прижилось. Вот такую программу Муслим создал. Автоматически полностью посчитывает, сколько штук. Дрон снимает, и искусственный интеллект анализирует видео, считает как бы насаждение, и мы уже получаем
подсчет, сколько посажено деревьев. Да. То есть там уже в процентах там погрешность небольшая, можно это взять даже в работу. Вот у нас и эта программа есть, то есть мы детям раздавали таблетки с семенами, и они в нашей программе ввели отчеты. То есть вот у всех были определенные результаты, вот в таком формате. Им было очень интересно, они все как бы ждали, когда делать следующий отчет, прописывали прям текстом и видео даже делали. Многие мне вопрос задают, ну тут прям можно комментарий оставить, Да. мне сразу как сообщение приходит, я им отвечал. Да, здесь Алим отвечал детям, как бы это тоже повышало интерес. Также здесь можно, мы в конце сортировали по как бы рейтингу, у всех был рейтинг, и вот у нас первые места получили, как бы там у кого самое большое, допустим, растение выросло, и как бы получили И все они, призы. вот эти сосны, они вносят на двор и сажают тоже Да. увеличение. Вот Алим написал: поздравляю, молодец, получается, выиграл. Вот после того, как мы посадили деревья, вот здесь, вот видите, каждый колышек это дерево. На следующий год уже можно запустить дрон. Дрон вносим уже в специальную программу, которую Муслим создал, и он автоматически все посчитывает, сколько штук посажено. Прям, ну, чтобы от человеческих ресурсов уйти, чтобы автоматом все посчитать. Наша задача просто дроном пройтись, и после загружаем программу, и программа уже автоматически считает, сколько штук посажено. Вот из таких программ у нас все начиналось, а потом уже вот такие большие платформы делают. Но сейчас уже Boot City компания, уже запустился уже большая компания, можно сказать, резидент IT-парка Subway. Они уже большие, ну, крупные проекты уже делают, очень интересные. Так что вот так достигается цели. Опять же, повторюсь, да, то есть когда появляется цель, появляется и вокруг тебя такие специалисты, как Муслим, не надо просто бояться, не надо вообще думать, что ты живешь в деревне и ничего у тебя не получится. Нет, это вообще ошибочно. В деревне люди больше мотивированы и страстны каким-то проектом. Вот, например, тоже у нас сколько, Муслим, у нас сколько было, Муслим, надо вот так сделать. Он говорит, а как это можно? И он за вечер это изучает в Ютубе, там где-то, он уже делал, то есть. И вот такой тандем, когда получается, это намного интереснее. Да, какие сложности? Давайте мы про все плюсы рассказали, какие сложности. Во-первых, эта программа обходится не очень дешево, да, то есть мы же не только там Муслим, там еще и дизайнеры, еще хостинг, там хочется еще сервера, чтобы были. И главная сейчас проблема, наверное, у нас даже тестировщиков, да, там. И это требует очень больших вложений. За то, что финансово так-то вложений-то особо нет, он развивается медленно. У меня вообще, когда общаешься с предпринимателями, кто-то говорит, ой, хочу Бентли купить, хочу вертолет купить, а у меня в голове, блин, был бы у меня миллиард, я в программу вложил. Ну, вот такая идея, она вот так и преследует. Но цель... Опять же, вернемся к названию этого документального фильма «Посадить 1 000 000 гектар леса». После нас, чтобы остался. Муслим, как думаешь, заработает наша программа? 100% заработает. Да, конечно. Все. Вот такой был у нас такой документальный фильм про мечты, про цели. И мы бы хотели на своем примере, вот с Муслимом, с другими нашими командами, доказать, что неважно, где ты живешь, в деревне, в городе, или если у тебя есть цель, и ты его хочешь достичь, дороги открываются, двери открываются. Надо просто идти до конца.